Уважаемые коллеги, спасибо, что вы остаетесь с нами. Извините, пожалуйста, за технические задержки. Дорогие коллеги, сегодня мы с вами будем говорить о методическом сопровождении наших педагогов в Республике Коми. И первый вопрос, который мы хотели бы осветить, связан с функциональной компетентностью педагогов в условиях перехода к обновленному содержанию. Далее слово будет передано Наталье Николаевне Исаевой. Итак, уважаемые коллеги, функциональная компетентность педагога в условиях перехода к обновленному содержанию. Образование в целом оказывает серьезное экономическое и социально-культурное развитие государства, его позиции в мире и целостность и безопасность. Образование невозможно представить без педагогических кадров. Именно они в кольце ускорения и занимают наиболее ответственные и ключевые полюсные позиции. И от кадрового потенциала зависит жизнеспособность всей образовательной системы. Считается, что ухудшение работы школ, педвузов, системы повышения квалификации педагогических кадров является непосредственным генерирующим фактором духовно-культурного воспроизводства общества. И тем самым система образования нуждается в педагогах, которые способны эффективно решать проблемы по обеспечению качества образования в условиях быстро меняющегося современного мира. Цель современного общества и общего образования в условиях перехода к модели образования, который ориентирован на результат, предусматривает обеспечение дальнейшего развития у учащихся способностей к познанию, к творческому использованию полученных знаний в жизненной ситуации, готовность к саморазвитию и самоуправлению в течение всей жизни, то есть формированию функциональной грамотности. Уважаемые коллеги, на данном слайде вы видите навыки 21 века, это функциональная грамотность, в которую включены читательская грамотность, математическая, естественно-научная, ИКТ-компетентность, функциональная грамотность, культурная и гражданская грамотность. Компетенции, формируемые у обучающихся, это критическое мышление, креативность, коммуникации и сотрудничество. И связанные с ним качества личности – это любознательность, инициативность, настойчивость, выдержка, адаптивность, лидерство, социально-культурная осведомленность. То есть в основе международных подходов к оценке качества образования именно данные навыки и рассматриваются как основные и целеполагающие. Итак, остановимся поподробнее на функциональной грамотности. Функциональная грамотность, данное понятие впервые появилось в 60-х годах прошлого века в документах ЮНЕСКО. Далее оно вошло уже в обиход исследователей. Функциональная грамотность в широком определении выступает как способ социальной ориентации личности, который интегрирует связь образования с человеческой деятельностью. Функциональная грамотность является одной из базовой и способствует активному участию в социальной, культурной, политической и экономической деятельности. Функциональная грамотность представляет собой способность человека вступать в отношения с внешней средой, быстро адаптироваться и функционировать в ней. Здесь стоит привести высказывание Леонтьева, который говорит, что функционально грамотный человек – это человек, который способен использовать постоянно приобретаемые в жизни знания, умения, навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности. В этой связи наиболее важными становятся не конкретные знания и умения, а некоторые метаумения, то есть умение самостоятельно добывать новую для себя информацию, осваивать новые виды деятельности, то есть способности к саморазвитию, самообразованию. Следовательно, структура результатов состоит из следующих компонентов. Это предметные знания, то есть обширные знания, метапредметные умения, то есть компетенции, универсальные учебные действия,
и позиция, то есть личностные результаты. Универсальные учебные действия осуществляются через разворачивание и сворачивание учебной информации. Современная образовательная парадигма строится по принципу от передачи прошлого опыта к формированию инструментария для видения будущего. То есть образование сейчас выступает инструментом конструктивного будущего. От преподавания к изучению, от монолога к интерактивному взаимодействию, от формулы «учитель знает, чему учить» к формуле «ученик выбирает, чему учиться». Тем самым меняется роль современного учителя. От информатора он превращается в челленджера, то есть оказывает поддержку учащимся в их самостоятельной познавательной деятельности, направляет деятельность для самоанализа, развивает уроки, обучает особенным активным стратегиям, предоставляет конструктивную обратную связь. Также учитель выступает в роли фасилитатора, то есть может, результативно используя активные стратегии обучения, организовать активную познавательную среду для обучающихся. Тем самым ученик может эффективно вовлекаться в процесс разрешения проблем при помощи обмена мнениями, требуемых для решения и сбора знаний, формирования навыков для достижения данного решения. Для эффективного выполнения основных функций современного педагога, педагог-профессионал должен обладать особыми педагогическими способностями, дидактическими, коммуникативными, проектными, организаторскими, академическими, суггестивными, перцептивными, экспрессивными и прикладными. Педагог должен постоянно развивать свои качества, способности, поднимаясь по ступеням профессионального становления. Педагог должен свободно оперировать приобретенными знаниями и методическими умениями. Целенаправленное развитие педагогом мыслительных операций, основных категорий мышления в процессе своей профессиональной деятельности способствует ускорению перехода от низкого уровня готовности к современной профессиональной деятельности и к более высокому уровню, то есть моделирующему уровню, которое связано с содержанием и с методологией подготовки и самоподготовки педагога. Одно из приоритетных направлений решения проблемы по повышению функциональной компетентности учителей-предметников в Республике Коми является обновление содержания и реализации программ повышения квалификации педагогических кадров. Уважаемые коллеги, на слайде вы увидите, каким образом конструируется индивидуальный образовательный маршрут наших педагогов. Обязательно каждый педагог у нас проходит профессиональную диагностику, диагностику ФИОКа, я думаю, что вы с ней знакомы, диагностику, которую проводят специалисты Коми, Республиканский институт развития и образования, диагностику, которую предлагают на курсах Академии Министерства просвещения. Тем самым, что дает данная диагностика? Диагностика дает нам результаты, которые позволяют выявить дефициты профессиональных компетенций педагогических кадров. В результате выявленных дефицитов складывается уже индивидуальный образовательный маршрут, который поможет педагогу преодолеть свои дефициты, нарастить профессиональные умения, знания, тем самым повысить свою профессиональную компетентность. Утверждается карта учебных занятий, по которой обучается педагог. Затем проводится профессиональная диагностика, повторная, да, которая позволяет нам продемонстрировать, опять же, результаты, которые говорят о том, что, например, профессиональный дефицит педагога устранен, либо же профессиональный дефицит остался и необходимо проводить дальнейшую работу по его устранению. Конечно, важным становится проведение стажировок для педагогов, когда они могут выйти в образовательную организацию, посмотреть, как работают педагоги практики в рамках изучаемого предмета. В конечном итоге вся линия индивидуального образовательного маршрута должна способствовать тому, что педагог переносит свои знания и умения, которые были сформированы
на новые объекты педагогической деятельности. Итак, если говорить о системе методического сопровождения наших педагогов в Республике Коми на основе уже индивидуальных образовательных маршрутов, здесь мы должны говорить о платформе «Личный кабинет педагога». Уважаемые коллеги, про личный кабинет педагога мы говорим еженедельно в рамках информационных сессий, семинаров, совещаний. Я думаю, что с данной платформой вы уже знакомы. Большое количество педагогов на ней уже зарегистрировано. И данная платформа дает возможность педагогам записаться на интересующие их занятия. Прежде всего, это семинары, курсы повышения квалификации. Обращаю ваше внимание на то, что семинары доступны в записи, то есть всегда можно по той же ссылке пройти и посмотреть необходимое мероприятие уже не в режиме онлайн, а в режиме видео, в режиме записи видео. Затем, что входит еще в систему методического сопровождения педагогов, это разнообразные диагностические процедуры, о которых я уже сказала, модель управления на региональном муниципальном уровнях, стажировки, наставничество как механизмы фасилитации переноса приобретенных профессиональных компетенций в ежедневную практику и разнообразные формы учебных занятий. Все слетело, да? Слетело? Уважаемые коллеги, на этом я передаю слово Наталье Николаевне Исаевой. Наталья Николаевна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Я прошу прощения за качество моего голоса. Немножечко потеряла его. Институт развития. Отключите, пожалуйста, звук. Спасибо. Так, коллеги, я надеюсь, что меня будет слышно. Наша сегодняшняя с вами задача – это рассмотреть анализ результатов оценочных процедур обучающихся образовательных организаций Республики Коми. Я сейчас включу демонстрацию экрана и да, все видно. Коллеги, в дополнение слов Светланы Семеновны хочу лишь добавить, что в соответствии с установкой Академии Министерства просвещения Российской Федерации еженедельно проходят обучающие семинары по функциональной грамотности, по вопросам формирования функциональной грамотности. Поэтому от всех муниципалитетов у нас были запрошены ответственные по формированию функциональной грамотности на уровне муниципалитета, ну и, соответственно, аналогичные структуры должны были быть созданы на уровне образовательных организаций. Коллеги, на протяжении уже 4 недель мы такие семинары, мы участвуем в них активно, участвуем в дискуссиях, и также ежемесячно мы будем вас информировать о тех изменениях, о тех современных тенденциях, которые на сегодняшний момент актуальны. Кроме того, хочу вас также проинформировать о том, что в настоящий момент в Москве идет конференция, которая посвящена как раз-таки системе оценки качества образования, начиная от школьного уровня, заканчивая международными исследованиями. Цель данной конференции – это ознакомление нас всех, коллеги, с современными тенденциями в системе оценки качества мира и России. Я лишь позволю себе напомнить то, о чем говорила уже и Светлана Семеновна, фактически, то, что у нас есть определенные уровни управления качеством образования, и идеальная модель – та модель, когда у нас все эти 4 уровня выдержаны, и все эти 4 уровня едины, и подходы к оцениванию, они едины. В рамках форума мы с вами обсуждали эти проблемы в рамках коворкинга, где коллеги активно предлагали, озвучивали такие проблемы, что действительно еще совсем недавно
у нас была с вами основная проблема, которая заключалась ам, в том, что фактически у нас с вами были ножницы, или ситуация, с заложниками которой выступали и педагоги, и обучающиеся. Когда мы говорим о том, что у нас есть процедура итоговой государственной аттестации на уровне 9 класса, на уровне 11 класса, когда есть республиканские проверочные работы, когда есть всероссийские проверочные работы, и все эти виды работ, они ориентированы на разные типологию заданий. И мы не понимали с вами, коллеги, в каком направлении нам двигаться и каким образом нам проводить внутришкольный контроль. Я обращаю ваше внимание на то, что мы ни в коем случае не говорим здесь о натаскивании детей. Нет, мы говорим о подготовке обучающихся к конкретному типу, наверное, решения типа заданий. И в этой связи, посмотрите, вот эта вот система уровней управления качеством образования. Мы сможем достичь с вами заявленной цели, которую уже озвучила Светлана Семеновна, только при помощи учитывания, взаимосвязанного учитывания 3 компонентов этой системы оценивания, объективности и достижения планируемых результатов. Я не буду останавливаться на уровнях. Я позволю себе сократить немножко свой доклад, потому что очень сложно голосовые связки напрягать. Вот и всем вами узнаваемая структура взаимодействия учитель, руководитель образовательной организации. То есть здесь выстроена и вертикали, и горизонтали взаимодействия. Ситуация, посмотрите, когда у нас ребенок, да, он стремится вверх по лесенкам, но тем не менее помогает ему в этом именно учитель. Поэтому основой, фундаментом всей этой системы является фактически учитель. В свою очередь, примеры известные, коллеги. Здесь я позволю себе остановиться именно на русском языке как пример. Хочу показать вам, сказать, что поступил запрос к Институту развития образования от нашего учредителя Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми по анализу результатов всероссийских проверочных работ. Это будет контекстный анализ, комплексный анализ, где, коллеги, мы приступили к нему. И в начале ноября, после праздника, фактически 8-9 ноября, мы готовы выйти к вам для того, чтобы уже озвучить основные итоги. И на основании этих итогов приступить уже к индивидуальному сопровождению определенных муниципалитетов либо образовательных организаций, потому что, к сожалению, вот та картинка, которая достижение планируемых результатов, собственно, эта система, эта ситуация у нас сохраняется на протяжении 3 лет. И вы видите, что в данном случае наиболее пугающее для нас с вами это как раз-таки диаграмма, которая свидетельствует о количестве, процентном соотношении обучающихся, которые повысили или понизили, или подтвердили свои отметки в сравнении с всероссийскими проверочными работами. Мы говорим здесь как раз-таки об объективности оценивания. В этой связи посмотрите, этот слайд я уже тоже в рамках форума приводила, просто акцентирую ваше внимание, коллеги. Удивительная ситуация, когда мы в рамках одного предмета говорим о том, что, поясню, это одни и те же дети, один и тот же класс. То есть, например, это 6 класс, который осенью писал за программу 5 класса, а весной он писал за программу уже, соответственно, 6 класса. 2 части. Это первая часть — это успеваемость, вторая — это качество знаний. Коллеги, наиболее пугающей для нас здесь являются муниципалитеты, которые здесь представлены. Посмотрите, сейчас сверну, чтобы вам было видно. Бордовым цветом выделены муниципалитеты, которые самые низкие показатели показали и весной, и осенью.
Это Удорский район. Но при этом посмотрите дельта, то есть разница между показателями, которые были осенью и весной, они незначительны. При этом есть такие муниципалитеты, как Сагдвидинский. То есть, да, достаточно высокий уровень успеваемости осенью, достаточно высокий уровень, не самый высокий, но тем не менее допустимый уровень успеваемости весной, но при этом показатель понизился на 11, почти 12%. В данном случае успеваемость, наиболее низкие показатели, даже наиболее высокая дельта у нас с вами у муниципального образования городского округа Уктыл. Коллеги, 40%. Я округлю в большую сторону. И в этой связи, коллеги, для вас это стимул и толчок для того, чтобы задуматься. Я эту табличку привожу здесь не для того, чтобы в качестве какого-то наказания, порицания. Нет, ни в коем случае. Коллеги, я рассматриваю данную таблицу, не только я, а весь состав Института развития образования, весь коллектив. Рассматриваем эту табличку с точки зрения направлений, векторов роста нашего с вами совместного. Но, к сожалению, коллеги, первоначально данная информация была озвучена коллегам с Уктыла и управления образования в начале сентября, точнее даже в конце августа. Коллеги, на дворе у нас сегодня 13 октября. Прошло 1,5 месяца. Но запрос, профессиональный запрос от вас мы не получили. Если мы говорим про качество знаний, то мы здесь говорим, что порадовал Ижемский район, который показал незначительный, тем не менее, прирост. И наиболее, опять-таки же, самая большая дельта – это у нас в Уктыл. Опять-таки же в Уктыл. Не совсем понятно, опять-таки же, Сагдавдинский район почти 17%. Печора также 16%. То есть, коллеги, есть над чем задуматься, есть к чему стремиться. В этой связи я хотела вам также показать еще и... Спасибо. В этой связи я также вам хотела показать, что в этом году мы выстраиваем анализ российских проверочных работ в следующем. Фактически мы говорим о том, что, посмотрите, мы выстраиваем связь. То, с чего я начала. Мы говорим, что всероссийские проверочные работы, ну и все наши оценочные процедуры, они выстраиваются в единую линию оценочную. Посмотрите, опять-таки же приводим на пример русского языка. Кодификаторы. Вот представлены задания ВПР, и где аналогичные задания находят свое отражение в ОГЭ и ЕГЭ, соответственно. То есть, коллеги, вы видите, что эта связь, она присутствует. И, соответственно, наш с вами школьный контроль должен выстраиваться соответствующим уровнем. Кроме того, следующий слайд, коллеги, позволяет нам увидеть перечень планируемых проверяемых действий и умений, которые проверялись заданиями, выполненными обучающимися на 50 и менее процентов. То есть связь между планируемыми результатами. Коллеги, посмотрите. Мы выстроили систему, начиная с 5, заканчивая 9 классом, ОГЭ, ЕГЭ. И в этой связи аналогично я также показывала слайд филологам и задавала вопрос. Коллеги, что же мы такого делаем с детьми, что в 5 классе они умеют писать текст под диктовку, списывать текст, соблюдая в практике письма изученные орфографические пунктуационные нормы. При этом, смотрите, 8-9 класс, демонстрация данного результата у нас с вами понижается почти на 15%. То есть мы констатируем, что наши с вами совместные умения, совместные действия имеют обратный результат. У нас прирост отрицательный. И я прошу учителей и предметников
Аналогичная табличка у нас составлена по всем предметам. И к концу анализа всероссийских проверочных работ она у нас будет составлена для всех предметов. И, уважаемые муниципальные координаторы, уважаемые методические объединения, пожалуйста, проанализируйте на уровне образовательных организаций, на уровне муниципалитета, потому что аналогичные данные у вас есть по всем образовательным организациям. В этой связи посмотрите, из всех планируемых результатов, из 4 представленных на слайде, только по одному аудированию чтения, то есть навыки различных видов чтения, дети демонстрируют некий прирост. По всем остальным снижение. Далее. Это можно проследить через, в том числе, отношение обучающихся к чтению. На данном слайде я позволю себе остановиться лишь на моменте, что, коллеги, опять-таки же, что-то с нашей системой образования и воспитания, скорее всего, происходит не так. Если у нас в 6 классе обучающиеся примерно 40% читают, а, собственно, в 8 классе у нас 60% не читают, не хотят. Это по результатам исследования ПИЗа 2020 года. Коллеги, как же использовать результаты оценочных процедур на уровне школы? Во-первых, я в очередной раз вам повторю, что когда мы говорим о оценочных процедурах, и о тех результатах, по факту мы делаем вывод, почему я акцентировала внимание на то, что муниципалитет к нам не обратился. По факту мы говорим о том, что, уважаемые коллеги, практика показывает, что одни и те же образовательные организации показывают низкие образовательные результаты. В очень редких случаях у нас есть незначительный прирост. Это свидетельствует о том, в первую очередь, поправьте меня, если я ошибаюсь, и в чате можете писать, о том, коллеги, что мы не отрабатываем результаты. Потому что, посмотрите, наибольшее количество у нас с вами детей, которые пороговое отношение 2 и 3, отметки 2 и 3. По факту у нас с вами получают дети отметку 3, перейдя на 1 балл. При этом мы говорим о, посмотрите, индексе низких результатов ВПР, НИКО. По факту, делая вывод, мы говорим о необходимости перейти к использованию данных, получаемых в системе образования, для управления в образовании. И в этой связи, коллеги, обращаю ваше внимание, что цель любого мониторинга – это не контроль, а формирующее оценивание, то есть выстраивание индивидуальной траектории обучающихся. То есть вот те 3 ступеньки. Выполнение работы, анализ, интерпретация результатов, корректировка образовательного процесса и выстраивание индивидуального образовательного маршрута. При этом, коллеги, как я говорила на форуме, и те, кто очно здесь присутствовал, они со мной согласились. Если мы с вами не первый год говорим про формирующее оценивание, мы с вами не первый год говорим про создание индивидуальных образовательных маршрутов. Коллеги, я сама не в недавнем прошлом учитель. Я понимаю, насколько это сложно в нашей с вами ситуации, классной ситуации, классно-урочной.
Но, коль скоро мы с вами из года в год ставим одну и ту же задачу — выстраивание индивидуальной траектории обучающихся, тем самым мы констатируем, что эту ситуацию, эту траекторию мы не выстроили. У нас с вами ее элементарно нет. Простите, что так вот это звучит категорично. Тем не менее, коллеги, мы сейчас заканчиваем, проводим анализ всероссийских проверочных работ. Мы сейчас заканчиваем соотношение, анализ, каким образом соотносятся задания всероссийских проверочных работ с оценочными процедурами ОГЭ и ЕГЭ. Коллеги, мы до сих пор продолжаем анализ сайтов образовательных организаций. Уже с коллегами-историками я делилась своей болью. Муниципальные координаторы про это знают, что в мае, на майских праздниках, мы проводили анализ рабочих программ учебного предмета «История», где были выявлены на наличие определенных дидактических единиц, коллеги. При этом, по факту, коллеги, мы говорим о том, что это была выборочная проверка, и в июне месяце мы провели полную проверку образовательных организаций. Коллеги, на тот момент, на момент лета-июня, мы провели проверку программ по истории. Что меня ужаснуло, не побоюсь этого слова, коллеги, то, что у нас с вами ЕГЭ структуру поменял с части А, Б, С в 2013 году. На дворе 2021 год. А в качестве приложения к рабочим программам, напомню, собственно, что мы все с вами существуем в открытом образовательном пространстве. Так вот, в июне 2021 года у коллег в качестве итогового контроля знаний, обучающихся на уровне среднего общего образования, были представлены варианты контрольно-измерительных материалов, подразделяющиеся на часть А, Б и С. Я понимаю, что вы мне можете сейчас сказать, что на тот момент мы с вами реализовали еще заканчивали реализовывать федеральный компонент государственного образовательного стандарта. Коллеги, но тем не менее, с 2017 года мы говорим о выстраивании единой траектории оценочных процедур. Соответственно, эта линия единой траектории должна быть выдержана. Кроме того, я напоминаю о политике открытости образовательного процесса. И в данной связи возникает вопрос. Я родитель. Я хочу посмотреть, что произойдет. То есть, что будет у моего ребенка в качестве итогового контроля знаний. Я открываю рабочую программу сайта образовательной организации. Дай бог, если я найду образовательную программу, чему я буду готовить ребенка, что ребенок получит по факту. Поэтому, коллеги, аналогичная проверка проводится по всем рабочим программам учебных предметов. Она началась летом, заканчивается сейчас. Поэтому, пожалуйста, на уровне муниципалитета еще раз просмотрите образовательные программы, рабочие программы учебных предметов. Да, вы провели колоссальную работу по внесению изменений в основные образовательные программы в связи с изменением в Федеральном законе об образовании, в Конституции Российской Федерации, Федеральные государственные образовательные стандарты. Коллеги, но рабочие программы тоже, пожалуйста, просмотрите. В качестве индивидуального вождения я сейчас, к сожалению, не указала на последнем слайде. Я сейчас пропишу свои контактные данные, номер телефончика, укажу сотовый. Напомню, что зовут меня Наталья Николаевна. По всем вопросам оценки качества образования можете обращаться ко мне смело. Я указала рабочий сотовый телефон в рабочее время, пожалуйста. Коллеги, к сожалению, у меня голос окончательно сел, поэтому
Второй вопрос я озвучу очень и очень кратко. Он касается объективности оценочных процедур. Коллеги, убедительная просьба. На следующей неделе, когда мы будем анализировать, и вот в пятницу буквально мы начинаем серию семинаров по анализу итогов всероссийских проверочных работ. 8-9 ноября мы представим комплексно, а в конце этой недели, с конца этой недели, с 15 октября, мы начинаем по предметам. Коллеги, убедительная просьба. Еще раз обратите внимание. Мы будем говорить это в рамках наших семинаров, поэтому здесь я не буду останавливаться. Убедительная просьба еще раз проговорить с коллегами о важности единого понимания критериев оценивания, о важности единого понимания заданий и о важности внимательного чтения заданий и адекватной проверки. Почему я говорю именно слово «адекватный»? Коллеги, ВПР предполагает оценку в целых числах. Когда мы получаем от коллег работу на перепроверке, а там стоит 1,5 балла, или, чтобы было более для нас показательно, 3,25 балла, коллеги, тут вопрос уже в профессионализме педагога, который это проверяет. Или когда наши друзья-филологи, есть критерий, что 0 баллов ставится, если у ребенка более 5 ошибок. Что делают коллеги? Есть 2 варианта. И это реальные случаи, потому что мы участвовали в перепроверке, вы знаете, не 1 год. Коллеги идут 2. У них есть 2 пути. Первый путь – это, соответственно, они не замечают ошибки, не выделяют их. Собственно, я предполагаю, что они идут в помощь ребенку. Навряд ли в школах работают настолько некомпетентные люди, учителя русского языка и литературы, которые не видят грамматических и пунктуационных ошибок в работах обучающихся. Отмечают 4 ошибки, ставят 1 балл и пошли дальше. Коллеги, при этом максимальное количество ошибок в аналогичных работах мы насчитали. Мы, проверяющие. 25, коллеги. 4 и 25. И это не малокомплектная школа, коллеги. Это одна из школ, городских школ. Второй путь. Это когда коллеги у нас коллеги пытаются исправиться вместо ребенка. Такое тоже видно. Пожалуйста, давайте мы с вами до этого не будем, собственно, опускаться, а будем грамотно, четко проверять. Я благодарю вас всех, кто подключился. По всем возникающим вопросам я оставила координаты. Здесь же я пропишу сейчас свою электронную почту. Еще раз приносим извинения за задержку по техническим причинам. И пишите, будем рады ответить. Звоните, обращайтесь. В дальнейших семинарах постараюсь более подробно это осветить. Всего доброго, до свидания.